Башенные часы мэрии города Сухум давно стали визитной карточкой столицы. 58 лет тому назад они впервые стали отбивать секунды, минуты и часы для сухумчан. Возвышаясь над городом, как бы паря над суетой, они заставляли своим мелодичным перезвоном редких прохожих поднимать головы и следить за уходящим временем. Кажется, что часы были здесь всегда, но это не так. Сделаем маленький экскурс в историю. На этих кадрах старой хроники здание все то же, но на куполе нет часов. Сам дом был построен в 1914 году и принадлежал табачной фирме под названием «Мир». Здесь располагались частная аптека Баумана, библиотека, книжный и канцелярский магазин, магазин фирмы «Зингер», первоклассный магазин готового платья «Шаншейн». В советское же время здесь располагался дворец труда, а затем городской совет народных депутатов. И вот в 1950 году город Сухум занял первое место в СССР по чистоте и благоустройству. В связи с этим Московский совет подарил Сухумскому горсовету башенные часы, которые в том же году и были поставлены на купол здания. Со дня их основания за часами стал присматривать молодой часовщик, уроженец Ткварчала, Иван Тарханович Сангулия. Сейчас ему 81 год, и мы разыскали его. Это близкая работа. Для меня не так тяжело было. Знаете, или утром, или после работы. Или так где-то в перерыве. Но я все равно, знаете, я так считал, что это есть работа. А мне не знали, что это работа, я работаю. Не знали, потому что не ценили. Потому мне 5 рублей давали. Когда мне 45 рублей дали, даже удивился. Более 50 лет мастер следил за механизмом часов, периодически ремонтируя и поправляя их ход. Несмотря на свой преклонный возраст и болезни, Иван Тарханович с балкона своего дома, расположенного в районе Сухумской горы, иногда поглядывает на виднеющиеся в городском пейзаже башенные часы. Дело всей его жизни. Я вот сейчас сверху смотрю, сколько времени. Видно отсюда? Видно. Время смотрю. Но иногда так думаю, о, молодец, он каждый день работает. Значит, он не дал, что останавливаться. Но все же один раз часы остановились на 2 недели. Произошло это в период войны 92-93 годов. Оккупанты заперли мастера в башне и хотели расстрелять. Чудом уцелевший часовщик не переставал приходить и заводить часы. Отошедший от дел старый мастер живет в окружении своих творений. Часы на схемах, часы механические, часы с маятником. Тишину его комнаты нарушает лишь этот тихий и такой привычный шум тикающих часов. Дело всей своей жизни Иван Тарханович передал ученику Леониду Нинемяге. И вот уже 7 лет, через каждые 2 дня, на самую вершину Сухумской мэрии поднимается новый мастер. Идет неспешно, не торопясь. Путь хоть и недалекий, но требует физической подготовки. На самом верху, в маленькой башне, расположен часовой механизм. Вот эта гиря, она предназначена для четвертного боя, то есть бьет каждые 15 минут. Во время войны она была перебита или осколком, или пулей. Вот. И пришлось ее заново вешать, поднимать, подвешивать на трос. Пришлось даже 2 раза это делать, потому что 1 раз, когда сделали, не заметили, что трос был перебит еще в одном месте. Со временем оно раскрылось, это место, и пришлось этот трос обрезать и заново все вешать.
Вот. А какую функцию выполняет этот трос? Она тянет механизм четвертного боя. То есть вот эта вот часть отвечает за бой каждые 15 минут. Каждые 15 минут гиря опускается, вращается. Вот сейчас будет как раз момент, когда бьют часы, и будет видно, как работает механизм четвертного боя. Каждый раз разный перезвон. 15 минут они бьют чуть-чуть. В половине бьют длиннее, без четверти еще длиннее. А каждый час они бьют уже полный перезвон, как должна быть мелодия. Вот этим вот рычагом включается механизм ударного боя. То есть каждый час отбивается, соответственно, вот этой гирей. Вот. А эта гиря отвечает у нас за механизм хода. То есть она вращает вот эти шестеренки, и маятник отсчитывает каждую секунду, то есть идет время. Потихонечку вращаются эти шестеренки, передвигаются стрелки за счет вот этого механизма на все 4 циферблата. В ночное время часы подсвечены лампионами, и когда в них перегорают лампочки, менять их приходится прямо на крыше. Со временем механизм опустился. Соответственно, вот эти вот штыри, которые вращают стрелки, они укоротились. И пришлось заменять. Осталась одна вот эта единственный штырь остался, который родной. Остальные все пришлось заменить, потому что уже их не хватило длины. Полностью механизм дал усадку со временем. Вот оно, видите, как прогнулось. То есть это все надо поднимать как-то. Ну, со временем мы это придумаем, как это сделать. И полностью поднимем, тогда механизм будет более точнее работать. Сейчас мы заводим механизм часового боя. Вот эти все шестеренки отвечают именно за бой каждый час. Соответственно, количество отверстий на этой шестеренке соответствует, длина вот этого каждого прохода соответствует определенному бою. Отверстия между ними останавливают бой. То есть, чем длиннее проход, тем больше бьют часы. Заканчиваясь на 12, они уже тем короче становятся вот эти вот проходы. Главное завести часовой ход. При этом надо останавливать маятник и потом уже заводить механизм, потому что иначе собьется вся настройка. Вот. И тут мы уже начинаем. Самое главное, это сердце этих часов, то есть механизм хода. Все, теперь сверяем время. 14:38. Так, у нас тут 37, значит, надо подвести стрелки. 38 с половиной. Все. Зажали и запустили механизм. Гиря хода у нас, вот эта она самая большая, она весит 110 килограмм. Вот. А две гири, которые отвечают за бой, перезвон и часовой бой, они по 90 килограмм. Вот так вот фитнес-клуб маленький. Не надо никуда ходить. Занимайся себе физкультурой каждые 2 дня. Сложность этого механизма часов заключается в том, что он обеспечивает работу стрелок на всех 4 циферблатах, регулируя работу 4-минутных и 4-часовых стрелок. Ну вот при каждом стихийном бедствии, так называемом, то есть при очень сильном ветре, при порывах сильного ветра, обычно сносит просто-напросто стрелки с циферблата, их смещает. И поэтому приходится уже кого-то звать на помощь.
и, соответственно, регулировать мне изнутри, управляя всем механизмом, а человеку, который находится снаружи, держать стрелки, ставить их правильно. Потому что иначе в одиночку этого не сделаешь. Я пытался как-то, у меня это заняло 5-минутная работа, 42 минуты. Я просто посмотрел на время, сколько мне это заняло. Вот. Ну, чаще всего страдают вот эти вот два циферблата. Северная сторона, северо-западная, и южная. Эти дырки появились во время войны, потому что здесь расстреливали просто-напросто эти часы. Вот этот дядя Ваня, что рассказывал, что его тут хотели убить, может быть, даже как раз он здесь находился в тот момент и заводил эти часы, когда в эти часы стреляли. Вот. Видите, полностью вот с этой и с той стороны циферблат прострелен. Вот. Даже вот видно выше циферблата тоже оторвана фанера, Да. это тоже вырваны. Это Пулями, да, вырвано, соответственно. Так, сейчас вот наверху тоже дырки. Вот. Это все отверстия от пуль. За 58 лет сухумчане привыкли к мелодичному перезвону башенных часов. Видные со многих точек города, часы стали неотъемлемой частью сухумского городского пейзажа. Ну, не знаю, мне кажется, что вот наши часы горсовета – это вот символ нашего города. Вот я здесь выросла, и мне они очень помогают. И особенно, когда они не стоят, когда они идут. Это вот, кажется, жизнь продолжается, все хорошо. Я обожаю наш горсовет, и вот наши часы. Мне очень всегда приятно, что они работают, и дай Бог, чтобы они всегда работали. Мне кажется, ни у одного сухумчанина нет фотографий, где вот на фоне часов. У всех есть, на фоне часов, на фоне драконов наших. Но это история нашего города. Мне очень приятно, что они есть, что они идут, и что там все хорошо. Ну, это можно иногда посмотреть, знать время. И потом это ориентироваться и можно на них. Поэтому привыкли уже к этому, к этой башне с часами. Обычно встречи здесь Да, назначают. встречи назначают. Тут центр города. А вы сверяете иногда свои часы? Я иногда можно сверять, можно и посмотреть. То есть они всегда идут? Да, иногда они стоят, но они чаще всего идут правильно. Это лицо города, они должны всегда работать, всегда показывать правильное время. И люди ориентируются на них. И, как правило, еще И это... вселяют они в человека уверенность какую-то. Чем? Ну как чем? Вот это издавна эти часы с моих, так сказать, с пеленок. Я их знаю, и я их очень люблю. И даже отношусь к ним как к живому существу. На перекрестке двух дорог уже более полувека отсчитывает время наш сухумский Биг Бен. И мы все надеемся, что еще очень долго он будет служить нашим жителям.